Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Коротко о главных темах выпуска. В течение июля в центральной и юго-западной частях республики ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах. 16 телефонов и 3 автомобиля в качестве призов. Акция «Стоп коронавирус Якутия» стартовала в республике. Первое мероприятие федерального проекта «Спорт. Норма жизни» прошли с участием спортсменов и любителей спорта в рамках спартакиады Игоря Манчара. В соответствии с долгосрочным прогнозом авиалесоохраны, в течение июля в центральной и юго-западной частях республики ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах. В текущем году на борьбу с лесными пожарами из резервного фонда правительства России Якутии дополнительно выделено порядка 400 миллионов рублей. Также на приобретение лесопожарной техники с учетом переброски средств с 2023 и 2024 годов предусмотрено еще почти 214 миллионов рублей. Федеральное агентство лесного хозяйства Минприроды регулярно выделяет финансирование дополнительное на тушение лесных пожаров из резервного фонда и из нераспределенного фонда Рослесхоза. Этот год не является исключением. Большие суммы были выделены, и если ситуация будет развиваться негативно, готовы смотреть по дальнейшему наращиванию. Кроме того, в этом году было проведено 79 единиц техники лесопожарной, которые тоже, безусловно, усиливают противопожарную группировку в Республике Саха-Якутия. Уже в Якутии работают 724 специалиста федеральных, причем они работают со всей территории России, опять Приморье, Хабаровск, Алтай, Новосибирск, Тюмень, Томск, многие другие регионы, не буду тебя называть. Группировка у нас, в принципе, еще есть, но еще раз повторюсь, сейчас ключевая задача максимально не допускать новых возгораний и максимально честно и открыто отрабатывать имеющиеся. Сегодня глава республики Айсен Николаев вылетел в горный район. Он побывает в селе Кюрелях, где возник крупный лесной пожар. Встретится с населением села и проведет совещание по вопросам тушения пожаров в горном районе. Тем временем на сегодня в регионе проводится тушение 89 лесных пожаров. В 10 километрах от населенных пунктов находится 14 возгораний. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников. С начала года в республике зафиксирован 871 лесной пожар. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 936. В целом на пожарах в республике работают 2640 человек и задействовано 312 единиц техники, в том числе 719 специалистов из 12 субъектов страны. Первый вице-премьер региона отметил, что на тушении пожаров эффективно работает самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер» для искусственного вызывания осадков. Вчера воздушное судно вызывало дождь над территориями центральных районов региона, в частности Татинского, Горного, Усть-Алданского, Тампонского и Усть-Майского. Перейдем к эпидобстановке. По данным оперативного штаба, коронавирус зафиксировали у 92 человек в республике за минувшие сутки. Из них в Якутске 49 случаев, 7 заболевших зарегистрировали в Нерюнгринском районе, 6 в Мирнинском. По 4 случая зафиксировали в Жиганском и Хангаласском районах, по 3 в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском и Аймиконском. Также в Алданском, Горном, Усть-Алданском и Чурапчинском районах выявили по 2 случая. В Вилюйском, Ленском, Намском, Татинском и Тампонском по 1. Подчеркивается, что новые случаи уже связаны с возвращением граждан из отпусков. Те лица, которые приезжают из других субъектов России и имеют признаки ОРВИ, должны сообщить об этом в медучреждение и принять меры по самоизоляции. Тем временем акция «Стоп коронавирус Якутия» по стимулированию вакцинации и поощрению привившихся граждан стартовала в республике. В ней могут принять участие жители России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Якутии. Акция проводится в 2 видах – еженедельная и финальная. Итоги еженедельных акций будут оглашаться каждый вторник в программе «Утро Якутии» с 7 утра до 8 на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха». Итоги же финальной акции также будут оглашены в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» на Якутия-24 НВК «Саха» 31 августа. Участники акции могут выиграть один из 16 смартфонов или один из 3 автомобилей отечественного производства. В целях стимулирования вакцинации граждан вчера было принято решение о введении непосредственно акции по стимулированию Фонда будущих поколений
Соответственно, значит, сегодня у нас в республике начинает реализовываться акция недельная и акция финальная. Еженедельно будут подводиться итоги тех, кто привился первой дозой вакцины против новой коронавирусной инфекции один раз в неделю на канале НВК «Саха». И финальный розыгрыш будет состояться, финальное стимулирование будет касаться всех тех, кто прошел вообще вакцинацию с его начала. Итоги будут подведены 31 августа 2021 года. С 1 июля началась углубленная диспансеризация перенесших ковид. На бесплатное обследование приглашают граждан после 2 месяцев после выздоровления. В первую очередь будут обследовать тех, кто перенес коронавирус в средней и тяжелой форме. В медцентре Якутска углубленное обследование должны пройти 8,5 тысяч пациентов. Диспансеризация состоит из 2 этапов. Сначала для выявления патологий органов дыхания пациенту предлагается тест с 6-минутной ходьбой. Потом сдается биохимический анализ крови и делается рентген легких. Второй этап диспансеризации включает тщательное исследование сердца, сосудов и органов дыхания. Мероприятия первого этапа, такие как измерение сатурации, измерение давления, забор анализов, в том числе общий анализ, биохимия, выдаем талоны на спирометрию и проводим тест 6-минутной ходьбы. После всего этого оформляем документацию, меддокументацию, и человек уже, пациент, идет к терапевту. И терапевт уже, посмотрев все его результаты, резюмирует и дальше направляет его на второй этап, если есть показания. Ковидная инфекция, она протекает с пневмониями. У большинства пациентов результаты КТ, рентген-обследования, какие-то анализы уже могут быть с собой. Мы их прилаживаем, смотря по срокам, прилаживаем к карте, к медицинской документации. Тем временем все больные, поступающие в республиканскую больницу номер 2, проходят обследование на компьютерном томографе. Это позволяет минимизировать риски заноса в медучреждение новой коронавирусной инфекции. С этой целью весной этого года в приемном отделении Центра экстренной медицинской помощи был установлен новый современный аппарат компьютерной томографии. Прежде в больнице уже функционировали 2 томографа. По словам врачей, в прошлом году нагрузка на них выросла в разы. Если в обычное время на них приходилось около 30 исследований в день, то в разгар пандемии эта цифра увеличилась до 140. 28-средствовый аппарат, он пока единственный в республике такой мощный. Он направлен не столько на диагностику новой коронавирусной инфекции, сколько для оказания медицинской помощи всем пациентам, поступающим в приемное отделение. Потому что зачастую бывает рентгена мало. Мы начинаем вести на компьютерную томографию. Здесь мы, по сути, рентгены не проводим, а сразу делаем рентген компьютерную томографию пациентам для того, чтобы... это более информативный способ, современный, высокотехнологичный способ. И у нас в приемном отделении теперь есть томограф, который занимается и диагностикой новой коронавирусной инфекции, и, собственно говоря, оказанием медицинской помощи, диагностической помощи нашим поступающим больным. Сегодня второй день Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности». Участники конференции прибыли в село Бердигистях, где проходит самое масштабное спортивное мероприятие республики. Перед торжественным открытием Игорь Манчары состоится круглый стол, на котором обсудят вопрос о развитии национальных видов спорта и народных игр Якутии. В конференции примут участие спикеры из центральных городов России, а также представители из Варшавского университета. Также состоится пленарное заседание с участием министра спорта России Олега Матыцына и заместителя председателя правительства республики Сергея Мясникова. Саяна Уваровская из Кобяя выиграла первый день соревнований по национальному многоборью УС среди женщин. Результат победительницы 27 метров 36 сантиметров. Серебряную медаль среди женщин выиграла Евгения Адамова из Усть-Алданского Улуса. Результат 26 метров 25 сантиметров. Третий результат показала Наяна Эверстова из Северо-Восточного федерального университета. 25 метров 28 сантиметров. Алексей Соколов из Сунтара стал лидером по национальному многоборью среди юношей после первого дня игр Манчары с результатом 31 метр 73 сантиметра. Отмечается, что всего за медали тут боролись 23 спортсмена. Второй лучший результат в активе нюрбинца Петра Давыдова 31 метр 66 сантиметров. Тройку лидеров замкнул Василий Корнилов из Алекминска. Результат 31 метр 40 сантиметров. И только что стали известны результаты среди девушек
Марианна Киметинова из Кобяйского Улуса выиграла программу «Усть-Тагыл-Усть». Результат победительницы 25 метров 82 сантиметра. Результаты всех участников будут утверждены вечером на судейской коллегии. Первое утро для участников игр Манчара и всех неравнодушных к спорту началось с зарядки в рамках всероссийского тура «Спорт Норма Тур-21». В течение 4 дней совместно с представителями федерального проекта «Спорт Норма Жизни» на площади Победы села Бердигистях спортсмены будут заряжаться на предстоящие состязания. Мероприятие «Спорт Норма Жизни» направлено на поддержку олимпийцев, а также на создание и улучшение условий занятий физической активностью всех жителей России. В рамках тура в Бердигистях будут проводиться мастер-классы по национальным видам спорта, оздоровительный забег для участников. Федеральный проект СНЖ, он существует уже не 1 год. В этом году появилась идея осуществить проект СНЖ Тур. В нескольких городах он должен быть. Это Якутск, это начало. В данной истории мы вдвоем являемся инициаторами этой ситуации, чтобы это случилось в Якутии. Было проведено много работы вместе с администрацией республики, вместе с министром спорта. Это удалось осуществить, что, собственно говоря, этот проект сейчас здесь. Если здесь все получится хорошо, то в следующие года это уже ежегодное мероприятие с кучей активностей, с большим спортивным праздником. Он может как интегрироваться уже в какие-то мероприятия, как здесь, например, в игры Манчары, так и проходить сам по себе самостоятельно. В период с 13 по 22 июля в республике будет проводиться плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляций 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов. Оно проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.